Чарговая апаратная нарада под кіраўніцтвам Александра Титка прайшла ў мінулы панядзелак. Было разгледжана шмат пытанняў. Пра галоўныя тэмы нарады мы раскажам у наступным сюжэце. Пра стан аператыўнай абстаноўкі далажыў начальнік шклоўскага РАУС Алексей Сусоеў. У цэлым сітуацыя па раёне кантралюемая. Аднак старшыня раёна акцэнтаваў увагу на выпадку пашкоджання невядомымі гарадскога фонтана. Сделали для людей. И вот вечером, когда там все и детки эти же гуляли, мамы, папы, бабушки, дедушки. Я приезжал и вот просто, думаю, вот сделали хорошее дело для людей. Ну и, конечно, видите, что все хорошее к чему приводится. Раскрошили, бомбили, а потом будут где-то за углами говорить, что кто-то для них ничего не делает. Делаем, только в какое состояние приводится. Пра стан пажарнай бяспекі даў справаздачу начальнік раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Віктор Крупенька. За бягучыя 8 месяцаў у раёне адбыўся 21 пажар, што на 2 выпадкі больш, чым у прошлым годзе. Далей была заслухана справаздача дырэктара льнозавода Віктора Кляновіка аб ліквідацыі наступстваў нядаўняга пажару. Так у цеху было праведзена абследаванне, устаноўлена аўтаномная сістэма пажаратушэння. Аднак неабходныя меры былі прыняты не ў поўным аб'ёме. Принимайте решение. Или работать, значит работать, обеспечить его всеми средствами пожарной безопасности, соблюдения охраны труда, техники безопасности, то есть жизни людей. Виктор Николаевич, вам неделя определиться еще по результатам эксперимента по производительности нового цеха, по выполнению госзаказа. Соответственно, если не выполняете на новом цеху и задействовать будете старый цех должен соответствовать всем нормативам. Никто вам не позволит, чтобы им работать с угрозой для ваших работников. Таксама падчас нарады абмеркавалі пытанне арганізацыі харчавання і падвозу вучняў у новым навучальным годзе. На сегодня есть средства для обеспечения питания. И возьмите на контроль, чтобы это уже было все организовано. Договора, проблемы возникают и с качеством поставляемой продукции в соответствии с заключенными договорами. Работайте с центром по обеспечению, чтобы этих вопросов не было. И у нас сегодня достаточно транспорта для того, чтобы подвозить это 16 автобусов. Все они соответствуют своим нормам, нормативам для подвоза детей. Около 500 детей у нас подвозится к учебным учреждениям, дошкольным учреждениям. Еще раз хочу заострить внимание на безопасность. Это посадки детей в автобус и выхода детей. Тем более мы видим, что световой день потихоньку укорачивается. Надо посмотреть и обратить внимание на освещение учебных учреждений. А паказчыках часовай непрацаздольнасці грамадзян Шклоўскага раёна за першае паўгоддзе распавяла начальнік фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Аксана Музафарова. Так паказчыкі часовай непрацаздольнасці знізіліся. Тлумачыцца гэта зніжэннем захворвання па раёне. Таксама шэраг сельгасарганізацый увялі практыку захвочвання, калі за пэўную колькасць адпрацаваных дзён выплачваецца пэўная прыбаўка да зарплаты, альбо выдаецца на турпаёк. Результат, хочу сказать, не только заболеваемость строится на этих пайках. Люди, соответственно, если нет условий, то будут болеть. Это создание более комфортных условий для работы работников. Это убрать сквозняки, да? Это охрана труда и техники безопасности. То есть все факторы, которые формируют здоровье людей. Ну и один таких стимулирующий, то, что вот озвучивают руководители, это за каждым насморком не бежать в поликлинику. Наши врачи сегодня относятся добропорядочно и, конечно, заботятся о здоровье людей и сразу выдают больничные. И наши люди уже задумываются, что потирать. А падрыхтоўцы народнай гаспадаркі да асенне-зімовага перыяду далажыў намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкама Михаил Павлович. Зыходзячы з яго справаздачы па цеплакрыніцах раёна атрымана 67% пашпартоў гатоўнасці, па спажыўцам 83%. За невыполнение решения райисполкома. Всем те, кто в график не входит, объявить по выговору. Я понимаю, объективно, еще рейс там у нас реконструкция заканчивает. Остальных причин не вижу. Здесь надо, уважаемые руководители, здесь меры принимать. Ну, примем. Я только униженные будете, оскорбленные, за трибуну ходить, финансово. Ну, сделаете.
Если вам это так нравится, пожалуйста. Як аказалася, праблемы ў сельхазпрадпрыемстваў раёна ёсць не толькі з падрыхтоўкай да цяпляльнага сезона, але і з аплатай за спажыванне энергарэсурсаў. Так шмат якія гаспадаркі маюць запазычанасці па электраэнергіі. Сярод даўжнікоў шклоўскільназавод, аграсервіс, закрытае акцыянернае таварыства Палыкавіцкае і іншыя. Уважаемые руководители, разлаживайте производство, отслеживайте, где у вас потребление электроэнергии и какие сегодня используют методы, то есть замена электродвигателей или еще что-то, модернизация оборудования, чтобы снизить затраты. Или мы будем по старинке, вот в старом цехе, вот такой двигатель, и он работает, и не платит. Больш цяжкая сітуацыя абстаіць з запазычанасцю прадпрыемстваў і арганізацыі раёна перад газавай службай. Картина, скажу, тут похуже будет, чем у коллеги моего энергетика. Значит, у меня исчисляется все в миллионах рублей. Значит, и лидеры те же самые, в принципе, нового ничего не скажу, то же самое Александрийская, которая потребляет по 400 тысяч рублей. В нынешнем текущем месяце они должны где-то примерно взять, получается, оплаты не было ни копейки. Все сельхозпредприятия на сегодняшний день должны, в зависимости, тут, конечно, уже я не буду называть, какие суммы они должны, но они все должны. Они все об этом знают. ЖКХ, значит, соответственно, тоже процент оплаты, июнь 10%, июль 10%. И я думаю, что август вряд ли, может, дай бог, чтобы я ошибался, что будет больше процент оплаты за потребленный газ. Хотя мы, в принципе, идем навстречу, понимая, что есть, надо и воду горячую давать людям. Александр Иванович заклікаў па меры магчымасці вырашаць праблему з даўгамі, бо іх прымнажэнне вядзе да пагаршэння фінансавага становішча арганізацый і прадпрыемстваў. Таксама на апараты нарадзе былі разгледжаны пытанні нарыхтоўкі другасных матэрыяльных рэсурсаў, правядзення прышэпачнай кампаніі і іншыя.